Добрый день, уважаемые зрители, коллеги, партнеры и все неравнодушные к социально значимым заболеваниям. Меня зовут Наталья, я сегодня в гостях в Нарской больнице у доктора Вероники Ильиной. И мы приурочили этот выпуск, как я обещала, к 24 марта, День борьбы с туберкулезом. И напомню, что это проект интервью со специалистом, который поддерживает Таллинская группа права. Вероника, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время. Вижу, что вы очень заняты. Да, и у меня, собственно, будет несколько вопросов касательно туберкулеза, пульмонологии, но так как я действительно мало очень знаю об этом, я хочу вас попросить рассказать о себе, может быть, несколько слов, и потом, что такое туберкулез, объяснить нам так, как будто мы дети, то есть вот совсем вот по-простому. Я постараюсь, потому что я знаю, что все врачи страдают, что этим, что рассказывают про туберкулез уже как специалисты, а действительно пациенты говорят, что мы хотим попроще, чтобы было все понятно. Я закончила резидентуру по пульмонологии в Тартовском университете и пришла на работу в 2000 году в Котлоярскую легочную больницу. И в этой больнице лечили туберкулез. И амбулаторно я вела прием как пульмонолог, занималась астмой, аллергиями, но в стационаре, в больнице я занималась туберкулезными больными. И стаж работы у меня 15 лет. Также я ездила с миссиями от Всемирной организации здравоохранения в различные страны для того, чтобы организовать работу, помочь государству в организации работы в борьбе с туберкулезом, с лечением по туберкулезу. Так что вот. Это всемирная проблема. Да. У меня были миссии в Казахстан, в Киргизстан, в Албанию. Так что такие вот. И мы ездили вместе с заведующим туберкулезного отделения в то время доктором Манфредом Даниловичем, который до сих пор является консультантом по туберкулезу в клинике Тартовского университета и также выполняет миссии от Всемирной организации здравоохранения. Спасибо, мы поговорим о туберкулезе, и вот да, объясните. Я просто даже не знаю, с чего начать. Да. Но в любом случае туберкулез – это инфекционное заболевание, то есть, как раньше говорили, заразное заболевание, но сейчас этот термин не используется, мы говорим, что инфекционно опасное заболевание. Значит, передается по воздуху, и больше всего, когда пациент кашляет, тогда сила вот этих частиц вылетает с большой скоростью. И, конечно, если в тесном помещении, где не проветривается, и чаще всего в семье, например, если кто-то из членов семьи болен, то, к сожалению, конечно, высокая вероятность, что заразится и вся семья. И когда у нас редкие случаи туберкулеза, детского туберкулеза в республике, мы, конечно же, в первую очередь тогда обследуем ближайших родственников. И если у нас, скажем, случай заболевания, вот человек работающий, тогда мы обязательно обследуем, профилактическое обследование выполняем среди ближайших контактов этого человека, по работе. Потому что здесь играет роль как раз длительный контакт. Не так, что вот один раз и кашлянул и пошел мимо. Все-таки тогда иммунная система человека справится. И вообще считается, что если был такой тесный контакт, то из 10 человек заболеет один, у кого может быть есть снижение иммунитета. Конечно, если, скажем, есть значительное снижение иммунитета или на фоне различных заболеваний, или приема, например, серьезных таких лекарств, цитостатиков в том числе, тогда иммунитет у человека, конечно, очень сильно снижен. И тогда уже здесь вероятность того, что человек заболеет, в разы больше. Так что в первую очередь. И, конечно, сейчас что тоже, если раньше мы всегда смотрели диабет, скажем, сопутствующие заболевания, то сейчас смотрим миграцию. То есть миграция тоже все-таки у людей стресс, да, связан с переездом, тогда тоже повышается вероятность, что человек может заболеть туберкулезом. Я правильно понимаю, что на сегодняшний день в Эстонии это, в принципе, довольно
частое явление или все-таки нет? Вот когда мы начинали свою противотуберкулезную программу, в 1998 году был такой пилотный проект, уже с 2000 года работает государственная противотуберкулезная программа, тогда заболеваемость была 55 на 100 тысяч населения. И на сегодняшний день у нас заболеваемость 10 человек на 100 тысяч населения, так что все-таки это показывает успешность работы программы, значительное снижение. Но сейчас вот что мы видим, что в последние 3 года заболеваемость остается на одном уровне, то есть она уже не снижается так хорошо, но меньше 10, но она остается на прежнем уровне. Так что, в принципе, конечно, мы смотрим на наших соседей, Финляндию, Швецию, Данию, у них заболевание 5 на 100 тысяч, конечно, это вот наши, скажем, такие приоритеты, добиться таких показателей, но, конечно, здесь жизнь вносит свои коррективы, так что ну, пока, по крайней мере, мы хотим сохранить вот эти 10, вот эти 10 да, на 100 тысяч населения. То есть, если я правильно поняла, туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Человек заболевший просто переносит его дальше. Да, потому что заболевший человек выделяет в окружающую среду туберкулезную палочку, которая довольно-таки устойчива к факторам внешней среды. И даже у египетских мумий были найдены изменения, характерные для туберкулеза и вот туберкулезной палочки. Так что, в общем-то, и тоже научные данные показывают, что может сохраняться в мерзлоте до 150 лет палочка, которая еще потом показывает какую-то свою жизнедеятельность. То есть она падает, получается, эта палочка на сниженный иммунитет. Да. У нас сейчас был случай, 24 числа выйдет ролик с вами, выйдет ролик с девочкой, с молодой женщиной, которая как раз, вот как вы сказали, прием препаратов, она без назначения врача пыталась похудеть, принимала что-то вот такое, вот эти пилюли для похудания, сильно снизила свой иммунитет, где-то она была библиотекарем, где-то подхватила эту палочку, и это все вылилось в длительное лечение. То есть это как раз-таки вот явный пример, да? Да. Но что еще может быть, например, когда у нас есть контакты, то палочка попадает в организм и идет в лимфоузлы. И, в общем-то, организм борется, и там она принимает туберкулезная палочка такую спящую форму. И вот как раз, например, уже это может быть через годы, когда падает иммунитет, то тогда она может уже активироваться, и выходить и вызывать заболевание. То есть период окна, если, допустим, мы говорим про ВИЧ, он там конкретно до 6 месяцев, то да, здесь это может годы занимать. Даже годы, да. Я хотела спросить про туберкулез и ВИЧ. Я так понимаю, что ВИЧ как раз-таки является сопутствующим заболеванием, да? Сниженный иммунитет, где туберкулез может в большей вероятности человек заболеет. Есть ли у вас какие-то вот случаи, такие самые запоминающиеся, касаемо туберкулеза, может быть, ВИЧ, туберкулез, ковид и туберкулез, как вот самые такие? Ну вот, скажем, опять же, в 2006 году в туберкулезном отделении на лечении находилось 42% пациентов, у которых было и ВИЧ, и туберкулезная инфекция. То есть это был очень большой процент. В среднем по Эстонии этот процент составлял до 15%. И вот именно выдавирума там был такой очень большой процент. Конечно, пациенты очень тяжелые. И, скажем, если мы начинаем противотуберкулезное лечение, то иммунитет начинал через какое-то время отвечать, начинал бороться, но в то же время очень часто развивался, и если мы добавляли, например, антиретровирусную терапию, мы получали такое осложнение, как синдром восстановления иммунитета, и пациенты опять ухудшались. То есть, например, родственники пациентов не всегда знали, что например, у детей есть еще ВИЧ-инфекция, и всегда были вопросы к врачам, ну что случилось, вроде бы было улучшение, опять ухудшение, и мы всегда просили пациентов, что вы должны честно сказать тогда своим родственникам, что у вас есть второе заболевание. Это всегда очень такая была большая проблема и такой все-таки серьезный вопрос, потому что понятно, что спрашивают у тех, кто лечит, кто назначает лечение. В последнее время, если говорить про ковид, то, в общем-то, что я могу сказать, что мы увидели
значительное такое, скажем, улучшение состояния иммунитета населения, когда стали давать антиретровирусное лечение вне зависимости от иммунного статуса. И это действительно привело к тому, что среди пациентов с туберкулезом количество пациентов, у кого есть еще ВИЧ-инфекция, значительно снизилось. То есть все-таки вот это было очень правильное решение, что значение вот антиретровирусного лечения. И опять же, если мы, скажем, посмотрим на ковид, то я не могу сказать, чтобы был значительный всплеск, потому что уменьшилось общение между людьми, они находились больше, может быть, дома, и меньше контактов было, и заболеваемость туберкулеза тоже была снижена. Но были случаи, что пациенты не обращались к врачу, и когда попадали на лечение, они были уже в очень запущенной форме. То есть здесь вот такой двоякий. Вроде бы и вовремя не обратился, и уже с большим очень процессом попал. И с другой стороны, все-таки было ограничение общения между людьми, и это очень повлияло. Правда, да, что и грипп у нас тогда... Да. То есть вот эти вот... Да. Я помню, у меня товарищ, первый год, когда вот прям страшно-страшно было, ничего не понятно. Он говорит, я даже молоко с булкой мыл, с магазина приходил. Да, пакеты все мыли. Да, и в машинах, в карманах у всех вот эти вот, кто-то вышел, там пш-пш-пш-пш. Действительно было снижение. И да, не болели практически. Да. Я хотела спросить про сейчас модно, да, вот эти электронные сигареты, молодежь, потому что вот опять же, например, из моих каких-то знаний я помню, что туберкулез это что-то связанное с курением. Скорее всего, нет. А это просто про иммунитет. Это больше, да, все-таки, когда человек вдыхает дым от сигареты. То раньше вот был такой плакат, где было показано, что, в общем-то, вот этот дым влияет на все органы организма, не только на непосредственно трахею, бронхи и легкие, но и, скажем, и на женскую репродуктивную систему, на сердечно-сосудистую систему. Сейчас, если пациенты попадают с инфарктом, например, им же в первую очередь кардиологи говорят, вы должны бросить курить. Вредное воздействие самого дыма, и оно вызывает еще плюс спазм сосудов. И, например, мужчины в возрасте, которые такие курильщики со стажем, страдают таким заболеванием, как перемежающаяся хромота, и очень сильные боли в ногах, и, в общем-то, тоже приводит к атеросклерозу и приводит к ампутации конечности. То есть это серьезные последствия. Поэтому курение, конечно, оно ничего хорошего само по себе да, не приносит. Что касается электронных сигарет, там два аспекта. Во-первых, мы не знаем, какое вещество используется, а второе, нет чувства насыщения, и тогда получается, что еще хуже, человек курит больше, да, бесконечно, что вот эта тяга. Поэтому как способ бросить курить он совершенно не подходит. На своих приемах, конечно, мы всегда советуем, начинаем с того, что если вы не можете сразу бросить, но распределите свой день, курите, например, не каждые 10 минут курите, каждые 15 минут курите, каждые 20 минут, увеличивайте расстояние между сигаретами, да, что снизьте с 20 сигарет в день, уйдите на 10 сигарет в день, там, с 10 уйдите на 5. Исследования показывают, что если женщина курит уже меньше 5 сигарет в день, то уже намного легче бросить курить. То есть вот такие вот вопросы. Конечно, есть и прием пульмонолога, который помогает именно в кабинете по отказу от курения, помогает. Да, вот я правильно понимаю, что это в Нарвской больнице? В Нарвской тоже есть больница, но у нас здесь все-таки больше идет как консультация. Как бросить? Как бросить курить, да. А вот, например, уже если что касается выписывания медицинских препаратов, то в водовирусской больнице уже много лет работает доктор Гальперина, который как раз консультирует пациентов, чтобы уже медикаментозно. Вы как врач советуете не курить? Да. Безусловно. Да. Хорошо. И давайте тогда по туберкулезу. Что нам нужно знать? Вот что нам нужно там не делать, или как вот эта превенция, профилактика какая-то, потому что, ну, кашляют в автобусе все, особенно сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель. То есть... Ну вот, смотрите, если среди коллег кто-то кашляет, посоветуйте обратиться к доктору, сделать профилактические снимки, потому что, к
сожалению, это тоже помогает, но в том плане, к сожалению, что такие случаи тоже есть, когда человек начинает кашлять на работе. Вот. Если кто-то из знакомых заболел, нужно сходить тоже провериться, обязательно. Конечно, здоровый образ жизни. Если человек заболевает, например, да, то тогда в организме идет массивный распад белка, люди худеют. Что мы говорим? Что нужно кушать пачку творога в день. Там самый быстро усваиваемый белок, который хорошо в организме усваивается, значит, это уже такая, ну, скажем, маленькая, но все-таки профилактика туберкулеза. Даже так? Да, что вот молочно-кислые продукты, белок легко усваивается, это вот какой-то фактор защиты. И тогда здоровый образ жизни. Конечно, если что со стороны программы, когда мы изолируем пациента с опасной формой туберкулеза, когда он выделяет палочку, изолируем в больнице и начинаем лечение, тогда этим уже мы ограничиваем распространение туберкулеза в внешнюю среду, в обществе. И поэтому это очень важно, что если выявлен случай, что тогда начать лечение, и тогда уже не прерывать это лечение, а довести это лечение обязательно до конца. Понятно, что тяжело принимать лекарства, что там есть побочные эффекты, люди переносят лечение все по-разному, но очень важно слушать доктора и обязательно постараться вот всеми силами довести это 8 лечение. 6 месяцев первичный туберкулез, рецидив от 6 до 8 месяцев, и тогда есть еще устойчивые формы туберкулеза, тогда мы назначаем лечение сейчас от полугода. Ну, бывает, что и год. Если есть необходимость выполнить операцию, то тогда еще после операции мы его делаем, тогда такой уже превентивный курс лечения. Так что иногда затягивается, но все-таки если первичный туберкулез, чувствительная форма, полгода. И там тогда идет интенсивная фаза 2 месяца, и дальше уже 4 месяца поддерживающая фаза. И в поддерживающую фазу человек может быть уже дома, он уже не инфекционно опасный, он может уже находиться, общаться в полной мере. И первые 2 месяца нет? Все-таки сейчас считается, что когда мы даем противотуберкулезные препараты, то тогда активность туберкулезной палочки снижается, и уже через месяц человек уже не такой опасный, но все-таки интенсивная фаза лечения это 2 месяца, поэтому желательно тогда вот эти 2 месяца быть в стационаре. Конечно, есть разные случаи, когда человек живет один, когда ему тяжело, например, когда он не может быть в больнице, тогда идем навстречу, там медсестра может приезжать, домашний визит делать, но в общем-то, почему докторам удобнее, что мы как раз видим побочные эффекты, мы можем назначить капельницу, чтобы снять какие-то, скажем, помочь лучше переносить лечение. Вот есть открытый туберкулез, есть закрытый туберкулез. Это когда человек не кашляет и когда кашляет? Открытая форма туберкулеза, если пациент выделяет туберкулезную палочку, то есть он инфекционно как раз опасен, который опасен. Да. И закрытая форма это когда не выделяет, если, скажем, только в самом начале заболевания, когда еще вот нет такого большого процесса. И тогда действительно пациент может получать лечение амбулаторно. То есть все-таки закрытая форма это в любом случае последствия открытой, просто потом? И так может быть, и в самом начале, если еще только-только заболел, он еще не обязательно уже выделяет туберкулезную палочку. Например, мы сделали компьютер, мы сделали анализы, например, квантифероновый тест, и видим, что по описанию компьютерной томографии это подходит под туберкулез, и тогда, если есть и клиника соответствующая, например, особенно если был контакт с туберкулезом, да, тогда доктор решает, что это туберкулез. Иногда мы, например, делаем операцию, например, удаляем опухоль, думаем, что это, вот, например, опухоль, а там получаем какой-нибудь, например, уже старый туберкулезный очаг тоже. Но поскольку уже было оперативное вмешательство, тут тоже нужно пройти курс лечения. У меня 2 последних вопроса. Первый, что у нас сегодня, вот у вас, например, в больнице, ваши пациенты? Есть сегодня какое-то количество? В Нарвской больнице нет условий для, скажем, того, чтобы здесь было
туберкулезное отделение. Здесь в инфекционном отделении есть палата, в которой есть вентиляция, все современные требования. И в этой палате лежат пациенты, у которых мы подозреваем туберкулез. И тогда мы делаем обследование, и если туберкулез подтверждается, мы тогда отправляем на лечение либо в Давидовскую больницу, или в Тарту, или в Таллин, по желанию пациента. И если не подтверждается, то тогда пациент уже получает лечение основного заболевания. На данный момент вот у нас сегодня один пациент как раз находится в палате, которому вот будем делать бронхоскопию, смотреть, если в смывах промывных вод, если там туберкулезная палочка или нет. И последний вопрос. Когда бежать к врачу? Вот как у себя заподозрить? Вы говорите, что профилактически делать, я понимаю, это просто рентген. Когда мы делаем флюорографию, мы в принципе на туберкулез как бы сдаем или нет? Значит, если есть такие, в общем-то, не специфические вид симптомы. Кашель. Слабость, усталость, кашель, может быть, ночные поты, как мы вот раньше говорили, похудение, снижение веса, да, что если какие-то все-таки симптомы есть, нужно обратиться, особенно если был контакт с пациентом, кто болел туберкулезом, либо даже если не было контакта, все равно обратиться на прием к доктору и сделать рентген-снимок. Раньше делали флюорографию, это были такие маленькие рентген-снимки, и это позволяло просто сделать большому количеству пациентов такое профилактическое обследование. Сейчас делается только рентген-снимок, но если все-таки такие неспецифические симптомы есть, и человек худеет, и, скажем, если есть, особенно если принимает лечение, или если с миграцией связано, да, то тогда, конечно, обратиться и сделать рентген-снимок. Если там будет какая-то находка, тогда уже отправят к пульмонологу, и тогда мы уже будем делать дополнительные исследования, чтобы исключить туберкулез. То есть туберкулез видно на рентгене? Да. Спасибо большое вам за беседу. Вам спасибо. Да, спасибо за ваш труд. Всего доброго.